Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех, друзья. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 13 апреля 2022 года. И давайте поговорим. Поговорим о ситуации в Украине, поговорим о ситуации в Чеченской Республике, во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Давайте присоединяйтесь, распространяйте наши стримы, ссылку на наш стрим в социальных сетях. Подписывайтесь и ставьте лайки, друзья. Итак, хочу начать сегодняшний стрим наш с ситуации, с данных, которые нам передают украинские военные. Итак, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует, что 13 апреля, с 24 февраля по 13 апреля 2022 года русских фашистов, оккупантов уничтожено 19 800 единиц. 739 танков, 1964 боевой бронированной машины, 358 артиллерийских систем, 358 артиллерийских систем, 115 РСЗВ, 64 засобы ППО, 158 самолетов, 143 вертолетов, 132 БПЛ оперативно-тактического уровня, беспилотно-летательные аппараты, автомобильная техника 1429, цистерн 3 штуки, цистерн 76 штук, 1429 это автомобильная техника, и 7 кораблей катеров. Итак, получается, что вот сравнивать со вчерашним днем, буквально получается за один день сегодня уничтожено 200 фашистов, получается уничтожено 7 танков, получается уничтожено где-то 46-64 бронированных машин, уничтожено 18 штук, так, артиллерийских систем уничтожено, получается 9 штук, 4 штуки РЗВ, 1 штука засобы ППО, 1 самолет уничтожен и 3 вертолета уничтожено. К сожалению, нет видео БПЛ, беспилотно-летательных аппаратов. Вчера было 124 и 132. Соответственно, уничтожено 8 беспилотно-летательных аппаратов. Автомобильной техники вчера было 1406, сегодня 429. То есть уничтожено 23. Цистерн столько же, кораблей столько. Ну, как бы ничего не уничтожено. Ну вот такие вот у фашистов потери. Я, к сожалению, не смог с компьютера войти в интернет, и поэтому зашел с телефона сюда снова. Побуду некоторое время, часик, может быть, полтора. Можно будет посидеть, поотвечать на ваши вопросы. Пишите ваши комментарии, друзья. Так, чат, все вопросы. Не вижу ваших комментариев. Знаю, что вы не были в курсе. Ну, как бы не запланированный стрим, поэтому пишите комментарии. Я постараюсь на них ответить. Так. Ну, я не вижу комментарии ваши. Вы мне не пишете, наверное, комментарии, да? Хоть что-то же должно здесь появляться, что у меня здесь. Так.
По поводу задержания Суркова я бы хотел бы тоже высказаться. Только что смотрел, о чем говорил Пьянковский. Пьянковский сказал, что в Лефортово был задержан генерал Беседа, он находится, вот, появился, ассаламу алейкум, алейкум салам, эфир хильч хаам цабох. А так, нет уведомления, когда начинается эфир. Ну, я просто не готовил, я сразу просто выложил, поэтому это может с этим связано. Я сразу, обычно, когда я планирую, да, стрим, у меня должно было там появиться, к вам должно приходить уведомление, да, когда я время ставлю. А сейчас я просто взял, в телефон включил и пошло-поехало. Так на самом деле удобно, быстро, но вы не получаете заранее уведомления, поэтому вы не в курсе. Ну ничего, в записи кто хочет посмотрит, кто хочет может написать комментарий. Так вот, друзья, Пьянковский нам рассказывает, что Беседа, генерал Беседа, который задержан, находится в Лефортово, и известная пыточная Лефортово, говорит, в 30-е годы во время сталинского террора, да, это была известная пыточная. Сейчас в Лефортово нет пыточной, по крайней мере, на несколько лет назад, по той информации, которую я имею, не было никакой пыточной там. Пытают в Одинцово, есть Одинцово, особая тюрьма, где очень сильно пытают людей, убивают, расчленяют, там все это пыточная ФСБ. И она не одна, как в Одинцово, но Одинцово самая такая засвеченная. Точное место я не знаю, где в Одинцово она находится. Я знаю по локации, по некоторым данным, которые передавали наши подзащитные, родственники подзащитных, которые нам сообщали информацию. Просто наши друзья, знакомые, которые тоже расследовали, выясняли, где находятся эти пыточные. Их очень много в этих пыточных. Но в самой тюрьме Лефортово ее нет. Лефортовская тюрьма, она вот с другими, если сравнивать, да, с той же там московскими, там сравнивать, там с Матросской, тишиной сравнивать там с Бутыркой, там, с какими-то крестами питерскими. Лефортово это самая такая образцово-показательная тюрьма. Там все такие вежливые, начиная там при входе до там конвоиров и так далее. Очень все. Ну, в советском таком стиле все. Коврики, вот когда ты идешь по этим коридорам, страшным коридорам, отвратительная энергия, да, первый раз, когда я там побывал, у меня просто, после того, как я вышел, целый день болела голова просто, я чувствовал себя очень плохо. Но я не об этом. Речь о том, что Пьянковский говорит, что особая пыточная беседа выдал Суркова и задержали Суркова. Ну, это как бы на поверхности лежит, да, что предполагается, что вот человека задержали, и после его задержания задерживают другого человека. И что вот он там выдал. Я думаю, беседе не надо, его не надо пытать, он и так с удовольствием выдаст кого угодно и так далее. Ну, посмотрим, какое будет этому продолжение. Сурков, внедренный чеченским сопротивлением в Кремль, в ФСБ, в ГРУ, да, он и его отец ГРУшники, потомственные они, служаки российские. Ну вот сейчас попали под раздачу. Будет интересно наблюдать, что будет дальше. Но это только начало, дальше будут мочить просто. Это неизбежно было. Я об этом говорил еще несколько лет назад. Круг Путин должен свой зачистить. Это Украина будет поводом, коррупция будет поводом, там, или еще что-то, не имеет значения. Все люди должны быть зачищены. Если послушать, да, на первый взгляд кажущегося сумасшедшим Евгения Федорова, да, который 10 лет назад открыто начал полностью рассказывать планы Путина. Они не говорят конечный результат своих планов.
Но то, что им нужно выйти из-под американского ига там и так далее, все это рассказывает, подробно рассказывает Федоров. И ситуация такая. Федоров теперь уже открыто говорит, что вот новая поросль вот этих сумасшедших, ну как их назвать, которые считают, что их страна оккупирована Америкой там, и так далее, и так далее. Короче говоря, они должны заменить старых, вот которые сейчас имеются. Так бывает всегда у тирана. Если тиран этого не делает, тиран ослабевает, и все, и его уничтожают. Он обязан это сделать, чисто из-за того, чтобы, из-за инстинкта самосохранения, для того, чтобы сохранить свою жизнь. Путин обязан зачистить свой круг, он его зачистит, попробует зачистить. И военные первые попадут под раздачу, да, первые. Сперва они будут воевать, конечно, будет политический круг зачищен, генералитет будет зачищен, и потом будет зачищены и помельче. Это так устроена история, так было всегда и будет всегда. Или же Путин будет ими уничтожен, если он этого не сделает. А Путин давно к этому готовится. И Путин не один. Мы сейчас говорим сместить Путина, там, убрать Путина и так далее. Нет, дело не в Путине. И Федоров об этом прямо говорит. Много лет об этом говорит. Дело в ФСБ. Дело в Федеральной службе безопасности, в КГБ. Вот в чем дело. Эти люди реально возомнили себя великими правителями, что они дворяне, они захватили собственность Советского Союза, они поделили ее с Западом, эту собственность, который простил им все эти грехи. И знаете, еще очень, пока вспомнил эту мысль, хочется сказать, Федорову, вот этому Евгению Федорову задают вопрос, а вот почему вот Чеченская Республика, там, с ней вопрос там как-то не закрывается. И он проговорился, я вырезал этот кусок, выкладывал у себя на разных каналах. И Федоров говорит, что мы с Чечней подписали договор о мире, говорит, и как бы и двухсторонний этот договор, да, и что этот договор нельзя в одностороннем порядке расторгнуть, да, фактически признание Чеченской Республики Ичкерия было. И вот что я подумал по этому поводу. Я долго думал, да, реально. И вот тот журналистка, девушка, которая задает вопрос этому Федорову, она говорит, ну а почему не расторгнуть, почему не убрать этот договор? Он говорит, это соглашение, оно двухстороннее, и нужна вторая сторона, говорит, и нельзя. И вот я прихожу к какой мысли, друзья. Чеченцы, это к вам касается, к вам относится. В первую очередь. Смотрите, фактически под контролем Запада, Европарламента, Тим Гульдеман такой там был, мы подписали договор с русскими. Русские договор нарушили. Запад проявил, озабачиваясь, пару озабоченностей, и все. И потом внутреннее дело, все, дальше убивайте чеченцев, совершайте над ними геноцид. Запад очень лицемерен. Если бы не Соединенные Штаты, вот эта Европа давно бы лежала бы под русскими и причмокивала бы, получала удовольствие бы от всего этого. И я так полагаю, что договор с Кадыровым, то есть установление чеченской власти в Чеченской Республике, это договор с Западом русских, что они русские эту власть передают чеченцам. Но тем чеченцам, которые не исламисты, не каратисты, не сумасшедшие какие-нибудь террористы, которыми миру представили Басаева, Масхадова, ну Масхадов, в принципе, тоже пошел по этому пути и был представлен также миру, да. И в итоге
получилось так, Масхадов и до войны, да, провозглашал исламскую там республику, там, 3-10, и в итоге получилось так, что русские договорились, это мои предположения только, но мне кажется, я в верном направлении сейчас копаю, русские договорились с Западом, что они убирают вот этих непонятных исламистов, которые на самом деле не были непонятными исламистами. Да, там были люди, которые были очень радикальные, но сама картина, и причем агентура русская там была, которая представляла нас радикальными. И наши, Аслан Масхадов, Шамиль Басаев, Дока Умаров, там, ну, наши лучшие из лучших наших лидеров, которых представили исламистами, и появился Ахмад Кадыров, который соратник Аслана Масхадова, который готов договариваться с Россией, но убрать исламистов. И Запад, Европа имеется в виду, закрыла на это глаза и сказала: все, ребят, давайте мочите вот этих, договаривайтесь. И получается, что реально вот Кадыров, да, вот сейчас нам Кавказ Реалии рассказывает о Кадырове, о ядерном оружии Кадырова. Вы представляете, Кадыров угрожает ядерным оружием, говорит Кавказ Реалии. Просто задумайтесь над этим. Это человек Путина, Рамзан Кадыров, абсолютный пехотинец, не имеющий никакого, не то что ядерного оружия, даже образования человек. Он угрожает Украине, не имея ядерного оружия. И Кавказ Реалии нам сообщает, что он угрожает. И получается, что против Украины воюют Беларусь, Чечня и Россия. 3 государства воюют. Чеченцев в Буче было 0,112%, то есть 2 человека из 1513 человек. Но нам рассказывали, что в Буче чеченцы. Всего чеченцев, наверное, вот из этих 200 тысяч, которых туда отправили, ну, может быть, 20 тысяч, допустим. Возьмем это, грубо возьмем 20 тысяч. Я сомневаюсь, что их там 20 тысяч, их там максимум 10 тысяч. Ну, 20 тысяч это 10% из 200 тысяч. Но представляется, что 95% там чеченцы воюют. Причем не за Россию они воюют, а за Чечню они воюют. И вот у нас какие-то личные проблемы с украинцами, и мы хотим эту Украину захватить. И получается, что завравшись Запад, лицемерно сдав нашу независимость, нашего президента, при участии которых он был избран, при участии Запада, ОБСЕ он был избран, сдав его, отдав на откорм Чечню, чеченский народ, чеченскую нацию русским фашистам, сейчас Запад вынужден теперь, получается, потому что, ну, мы же дали, вы же хотели дать, русские говорят, Путин говорит, вы же хотели чеченцев у власти, ну вот мы им дали полномочия. А это же все фикция, нет никаких полномочий у Кадырова. Да, Кадыров полновластный хозяин на чеченской земле над чеченцами. И то не над всеми. ФСБшники, там какие-нибудь другие, третьи, они ему не подвластны. Военные, они ему не подвластны. Это свободные, не участвующие ни в каких российских вот этих структурах чеченцев, да, вот они полновластны, он над ними хозяин. Он их может убивать, пытать, что угодно делать. И получается, над нами, я утверждаю, над нами совершен геноцид при помощи вот этой Европы. Русские, не потому, что они там помогали нам, держали нас убивать, а потому, что делали вид, что не замечают. Соблюдалась буква, но не соблюдался дух. Вот к какому я пришел печальному умозаключению. И мы в чеченцы, и вот Ахмед Закаев говорит, русские выделяют деньги на восстановление, так как он где-то что-то когда-то там подписал и там выделяет. Стоп. Теперь получается, когда мы освобождаемся, Ахмед Закаев, Кадыров, Рамзан, Ахмад подписали какие-то документы, построили там 1300 мечетей,
построили там спортзалы, две высотки построили в центре, и все получается. И все, чеченцам русские больше ничего не должны, значит. За убийство 300 тысяч граждан. Значит, наше руководство в лице Ахмеда Закаева, потом уже их руководство в лице Рамзана Кадырова, Ахмада Кадырова, получается, торговали нами, получается. Это так получается? Я не могу понять просто, кто с кем в какие игры играл. Кто думал о наших бойцах, которые сидели в горах, кто думал о чеченском народе. Это очень интересные мысли и вещи, которые нам нужно разбирать. И я думаю, тот, кто будет их разбирать, он будет убит. Он будет очень главным врагом. Здесь очень большие секреты раскрываются, если дальше копать, дальше если заниматься этим вопросом. Очень интересно. Фактически нам русские ничего не должны, получается, уже. Они выплатили Чеченской Республике, и все, и вот теперь уже живем уже с новым, президент. Единственная проблема, президент убрали, но это потом уже, когда уже все сделали, когда уже разорвали просто Чечню на куски, уничтожили все сопротивление, убили всех наших лидеров, всех наших интеллектуалов убили. И после этого мы просто оставлены на съедение. И сейчас, вот сейчас, смотрите, о этой версии, тому, что Запад признал Чечню как бы больше полномочий, что Путин дает эти полномочия там и так далее. Сейчас Запад заигрывает с теми, кто является оппозицией Путину. Но нас, ичкерийцев, свободных чеченцев, которые таковыми остались и были не в курсе всех этих разных сказок, этих лицемерий, обмана, предательства, своих же демократических правовых принципов. Эти люди фактически нас пытаются игнорировать. Очень интересно, очень интересно. Я думаю, не имея какой-нибудь инсайдерской, какой-нибудь секретной информации, если можно прийти к такому выводу, интересно, что будет узнать, если мы в ООНе, как сказал об этом Гарри Табах в одном из своих интервью, что в ООНе мы являемся уже государством, что там есть бумага о нас. Потом, когда я спросил Гарри Табаха, он сказал, что это я ему об этом сказал и что он ошибся. Мне кажется, Гарри Табах немножко не договаривает мне. Что-то знает Гарри Табах, и я думаю, именно поэтому и давались такие полномочия. Потому что Джохар Дудаев закладывал это государство. И сейчас кадыровцы, перешедшие на сторону русских, фактически они и являются носителями Ичкерии. Так ведь получается. Потому что они были на стороне Ичкерии, потом Ахмад Кадыров, появились радикалы, радикалы были сделаны ФСБ, Ахмад Кадыров боролся, Аслан Масхадов тоже стал радикалом, и Ахмад Кадыров боролся с радикалами, и с исламистами, с каратистами, и в итоге мы пришли вот к тому, что Запад поддержал. Но оказывается, русские врали, что в Украине нацисты, что Украина какая-то там фашистская страна, недогосударство. Не может быть. Оказывается, русские могли врать. Неужели они могли врать про Украину, про Грузию, а про Чечню они не могли врать? Не могло такого произойти, правильно? В этом надо очень разбираться хорошо. И очень, знаете, те люди, которые имеют отношение к Ичкерии, имели отношение там, к руководству Ичкерии, они не должны близко подходить больше к Ичкерии. Они должны отойти в сторону и отдать
людям, которые не запятнали себя вот этими всеми разными ходами после смерти Дудаева. После смерти Дудаева Чеченскую республику Ичкерия некоторые шустрые товарищи превратили в ООО Ичкерия. И делали из этого бизнес. Они еще при Дудаеве были. Они всегда были вокруг, присосавшись. И не всегда они работали на русскую разведку. Кто-то работал на английскую разведку, кто-то на турецкую, кто-то еще на какую-то, кто-то сам на себя. Ну, сам на себя, как я вижу, долго просуществовать нельзя. Ты становишься изгоем, маргиналом, тебя пытаются убить, тебя пытаются дискредитировать и так далее, и так далее. Один в поле не воин, как мне сказали. Но, как сказал Шамиль Басаев, всем русским байкам вопреки, один в поле воин. Тем более, если ты не один. А нас таких очень много. Да, Алмула. Очень интересные вещи, друзья. Очень интересные вещи. И вот, возвращаюсь к товарищу Федорову. Вот, Маждада, оказывается, Чечня отдельное государство. А я и не знал, только слышь, чеченская армия, Кадыров, Путин, Лукашенко. Смешно, среди всех глав региона РФ Кадыров самый зависимый. Вот именно поэтому им позволяется Кавказ Реалии нас представлять отдельной страной. Понимаете? Вот какая ложь, заложенная 20 лет назад, сегодня превращается в продолжение этой лжи. Теперь Запад не может сказать, Чечня это часть России, все, не надо говорить. У Кадырова ядерное оружие. Кавказ Реалии говорит, Кадыров нанесет ядерным оружием. Кадыровский след. И тем самым Кавказ Реалии выдает, что они работают на ФСБ. Потому что чеченский след, заметьте, не чеченец, не кавказец какой-нибудь с фамилией, именем, а чеченский след нам говорили. Теперь кадыровский след появляется. Вот это клише, которое нам приклеили очень давно. Очень жаль, если русским фашистам помогали уничтожать чеченский народ на Западе. Очень жаль. Но я очень надеюсь, что люди на Западе опомнятся и не будут брать грех русских фашистов на себя. Потому что когда мы узнаем, что они с ними заодно и продолжают это делать, я вам гарантирую, что мы будем выявлять и называть эти имена западных политиков, западные спецслужбы, кто бы это ни был. С тех, кто является врагом чеченского народа, тот будет озвучен. И если кто-то пытается на этом сделать себе какую-то там дальнейшую за счет чеченского вопроса сделать себе. И знаете, что получилось? Вот закончу мысль. И если кто-то пытается, поверьте, вы для нас будете такими же русскими. Такими русскими фашистами. Потому что нас убили 30%. И все молчат. И я думаю, ну почему молчат? Я ко всем стучусь, ко всем обращаюсь, все молчат. А все просто заодно оказываются. Так значит? Значит, получается, Пол Гоббл прав, когда говорил, что Америка совершила ошибку, работая против чеченцев. Может, пора эту ошибку осознать и прекратить работать против чеченцев. Может, Кавказ Реалию, Радио Свободы и чеченцам, которые есть и на этом Радио Свободы и другие. Может, вам стать пора чеченцами? Пора подумать о чеченском народе, о чеченском государстве. Я обращаюсь к американцам, к англичанам, к спецслужбам их обращаюсь. К их политикам, если меня услышат и кто-то, может, переведет им на русский язык. Что мы вам сделали?
Нас уничтожают. Нас уничтожили 30% там. Потом здесь, в Европе, нас собрали и отправили в Сирию. Ведь Европа могла это запретить. Ведь Европа поддерживала демократическую сирийскую оппозицию. И когда туда выезжали чеченцы, им не препятствовали. Наоборот, как выяснялось, помогали. Значит, это делалось совместно с русскими. Совместно уничтожались чеченцы. Сперва их радикализировали, представляли их исламистами, террористами. А у кого убиты родственники, кто понесен колоссальный урон, его легко в состоянии аффекта подвигнуть к этому. Получается, не очень хорошие вещи получаются, друзья. Не очень хорошие. К большому сожалению. Но я знаю, есть и друзья чеченцев, есть люди, которые понимают, сочувствуют, помогают нам. И я бы очень хотел бы, чтобы люди осознали вину перед чеченцами. Да, не как перед евреями. Этого никогда мы не дождемся. Ну, хотя бы на каком-то уровне. Я смотрю, как сейчас помогают Украине. Я очень рад, я сам ратовал за это, прошу, постоянно требую этого, чтобы помогали Украине. Но сейчас совершенное в Буче пытаются возложить на нас, на чеченцев. Я всегда грешу на русских, всегда говорю, русские фашисты, русские фашисты. Но об этом говорит Кавказ реалий. И не в первый раз я ловлю этот Кавказ реалий, который за счет американских налогоплательщиков. Как это? Как это получается? Я не понимаю этого просто. Как получается так, что русские фашисты и американцы делают одно дело против чеченцев, получается? Кавказ реалий нам рассказывает, что у Кадырова ядерное оружие, что он грозит ядерным оружием. У Кадырова нет ядерного оружия. Он не может грозить ядерным оружием. Он обычный губернатор. И это может показаться, что он губернатор обычного субъекта. Необычного субъекта, над которым совершен геноцид. Если это субъект. С убийством 300 тысяч граждан и тотальным террором у ФСБ по Чеченской Республике. Вот этим кадыровцами и так далее. Вы что хотите от нас? Вот мне интересно. Что вы от нас хотите? Вы хотите нас использовать, отправлять на разные войны. Сейчас все заговорили, вот в Украину надо отправить. До этого отправляли там в Сирию. До этого еще куда-то отправляли. Мы заканчиваемся когда-нибудь. Мы хотим созидать, мы хотим развиваться, мы не хотим горя, мы не хотим крови, мы не хотим умирать, мы не хотим хоронить своих детей, не хотим хоронить. Мы не хотим своих матерей оставлять без своих детей, жен вдовами, детей сиротами. Мы такие же люди, как все. Почему об Буче все говорят, а об Ичкерии не говорят? Надо требовать, чеченцы. Мы никому не должны на этой земле. Весь мир должен нам. Мы не должны никому. Мы ни перед кем не виноваты. Мы, когда какой-нибудь чеченец, которого накачали пропагандой, убивает какого-нибудь француза, мы считаем себя виноватыми. Да пошли вы всех к чертовой матери. Почему мы виноваты? Вы довели нас до этого. Русские фашисты довели. И с молчаливого согласия этого Запада, этой демократии западной, которая торговала нефтью и газом за счет моей крови, лично моей крови, лично моего народа. Хватит, нам говорят о каком-то Кадырове. А давайте поговорим о Шрёдере. Кто опаснее для общества, для цивилизации? Шрёдер или Кадыров с 3 классами образования?
Я когда учился, у нас там преподаватель приводил пример. Есть два убийцы. Кто из них более опасен? Один убийца заходит в квартиру, убивает бабушку, грабит ее, берет из холодильника яйца, жарит их на кухне, лежит бабушка, труп, садится спокойно, покушал, убрал все следы и ушел. И второй убийца, который заскакивает с топором, рубит всех подряд там, кричит об этом на балконе, Ахмад Сила. И вот преподаватель задает вопрос, кто из этих двух преступников более опасен? Тот, который пожарил яичницу, убрал все следы и ушел, или тот, кто кричит на всю улицу, Ахмад Сила и так далее? Кто из них более опасен после убийства кричит? Кто опасен? Шредер опасен? Или президент Германии опасен? Как его там? Или Кадыров опасен? Штайнмайер. Или Кадыров опасен? Я считаю, что эти люди опаснее Кадырова. Хотя они такие же, получается. Вот все, кто здоровается с Путиным, неужели, боже мой, сегодня Путин совершил преступление? Ведь это тот же Путин. Другого Путина же нам же никто не подсунул. Правильно? Это тот же Путин, который в 99 году взорвал свои дома. И американские спецслужбы об этом знали. Об этом говорит Дэвид Саттер. Он писал им, они знали. Но это не мешало ни Обаме, кто там был, Клинтон, по-моему, еще застал, Буш, кто там еще, Трамп. Вот Байден только начал говорить, что он военный преступник. Ну, уже, видимо, подвели к чему-то. Подвели к чему-то. Это очень печально, друзья. Это очень печально, и мы должны задавать эти вопросы. Мы должны спросить председателя ООН, руководителя ООН. Мы должны спросить сейчас возглавляющей женщина Международный уголовный суд Гааги. Почему на нас не реагирует? Мы люди второго сорта? Давайте скажите, что мы люди второго сорта. Почему мы второго просто? Объясните, чтобы я знал, чтобы. Потому что мы мусульмане. Потому что у России нефти много. Потому что мы воинственные. Может, потому что мы хранители каких-то особых цивилизационных ценностей, как мы считаем, что мы ими являемся. Может, это мешает? Может, наша культура мешает? Может, мы какой-то мозолим глаза этому лживому миру своей правдой? Давайте говорить на чистоту. Да, Путин фашист. Но сейчас нам показывают одного Путина. Путин фашист, Путин плохой, Кадыров плохой. И все? Нет, не все. Банда ФСБ плохая. Они совершают преступления. Министерство нападения фашистской России, оно плохое, и генералы плохие. Давайте заменим Путина на Навального. А вот я сегодня прочитал, вчера мне задавали в эфире, есть такой ублюдок Жданов такой, Навальненок. Ну, я ничего другого я не ожидал от этих ублюдков Навальнят. Кто поддерживает Навального? К нему едет Меркель. Привозят Навального, якобы отравленного, во что я не верю. Это абсолютная ложь. И Христо Грозев является, или соучастником, слепым соучастником, который просто, или является соучастником открытым, или является слепым просто, который ничего не видит и не понимает. Какой-то концерт, какие-то там подсыпали новичок, он там умирает.
Потом немецкие какие-то, его везут Навального с кортежем. Для русского уха, для русского глаза это, ну, о, Навальный, это президент, там, туда-сюда. Возможно, это, ну, раз туда Меркель пришла, я так полагаю, это немецкие спецслужбы заинтересованы, немецкие политики, службы заинтересованы. Ну, где немецкие, там американские. Хотя немцы уже сейчас играют свои какие-то игры. Я вообще не собираюсь сдаваться в эти сложные вот эти шпионские, эти спецслужбистские вещи. Мне это не интересно. Я имею право, как свободный человек, живущий в свободном мире, не влезать вот в эти ваши спецслужбисты. Спецслужбы обязаны нас защищать. Защищать демократию, защищать наши права, а не в том, чтобы меня запутать, свести с ума, и чтобы я не понимал, что происходит. Хватит врать. Перестаньте врать. Какой-то Навальный, ублюдок Навальный сидит в тюрьме. Ой, нельзя говорить про Навального, он сидит в тюрьме. Да пошли вы к черту со своим Навальным. Кто такой Навальный? Навальный призывал нас убивать во время геноцида, обозвав нас исламистами. А сейчас ублюдки, которые представляют вот исламистов, и нас представляют здесь какими-то исламистами, вот эти ублюдки потом дружат с Навальными. У меня разрыв мозга просто происходит. Я, побритый, являюсь врагом. Навальный рекламирует вот этих исламистов. И все они вместе, а я человек, который выступаю за демократию, всегда выступал за эту демократию. Только лишь потому, что я побритый, или я не вхожу в эти их шпионские разные игры, и я получаюсь крайне плохой. Вот такие вот очень-очень странные вещи. И этот Жданов и Навальный для чеченцев не принесут никакой пользы. И для украинцев, украинцы. Я сейчас хочу вернуться к украинским вопросам, возвращаясь к этому. Вот сейчас то, что я говорю, я вам клянусь, украинцы, вы это тоже на себе испытаете. Среди вас, вот у вас, посмотрите, Киселев, Евгений Киселев, он у вас круглые сутки, как Владимир Соловьев, там ведет программы и мозг выносит. Вот я подписался на этот канал, 24 там как-то называется. Как? Ходорковский у вас уже уважаемый гость. Украинцы, вы что делаете? Вы сами себе не то что в ногу, вы в живот себе стреляете. Мучительно будете гибнуть от этого. Сейчас вы поборете основную вот эту видную. Медведчука задержали, там еще неизвестно, обменяют сейчас Медведчука на кого-то и так далее. А потом получится, да, Гордоны, Киселевы, Гордон. Помните Гордон? Гордон лучший друг, там, я не знаю, восхищался Кобзоном. В жизнь вообще Гордона, в эту жизнь, ГБшную вот эту жизнь, афериста Гордона ввел Кобзон. Но сейчас, вы, любой человек, которого показывают по российскому телевидению, сейчас после этого могут меня показать, почти любой человек, скажем так, которого они берут интервью и показывают, и идет к ним давать интервью, это их человек. Чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, понимаете? Здесь Кох живет в Германии, бизнесмен, политиком, на подлете его. Сбил, правда, как только он начал здесь представляться политик, мы политики, он начал тут нести чушь одну. Сейчас наворовал денег из России, сейчас вкладывает их здесь в бизнес и так далее. Кох у него, немецкая фамилия, все, у него теперь зеленый. Но здесь и тебе не нужно иметь немецкую фамилию. Достаточно иметь связи со Штази, с КГБ, и все. Ты можешь иметь и чеченскую фамилию. Нормально пойдет.
Вот эти все люди, которые есть, Гордон, Ходорковский, которого вы приглашаете, Киселев, Бабченко, который 2 войны воевал против чеченского народа и государства, потом воевал в Грузии, потом уехал в Украину и сейчас говорит правильные вещи. Вот их послушать, они все говорят правильные вещи. Мождубаев. Я не обращаюсь к той политике, к той части украинского общества, которая хочет сменить шило на мыло. Я обращаюсь к настоящим украинцам, патриотам, которые сейчас защищают Мариуполь, которые отдают свои жизни, которые гибнут, которые любят свою Украину, как я люблю свою Ичкерию. Я к вам обращаюсь. Лично к вам. Вы есть кость, зерно, суть, соль вашего государства. Только вы сбили все планы, вы изменили вообще государство, мировое устройство, вы изменили. Небольшая группа людей. Несколько вас тысяч, может, 10 тысяч, 20, 100 тысяч вас на 40 миллионов. Вот я к вам обращаюсь, украинским патриотам. Украинским можно националистами назвать. Хотя мне это не нравится, националист. Потому что националист это такое очень скользкое понятие, перетекающее в нацизм. Я к патриотам украинским обращаюсь. Мы, маленькая группа, я дружу с чеченцами, у которого на лице нету, вот на теле нету места, вот с палец, куда можно приложить и не было бы раны на его теле. Вот с этими чеченцами, которые с первых дней войны Доккой, Умаровым заканчивали раненые, на куски просто разорванные люди, у которых голова очень хорошо соображает. И все они помнят. И мы воевали 3-5 тысяч в первую войну против фашистов. Во вторую было побольше, но это было уже чуть-чуть другое сопротивление. Во вторую войну фактически это было просто истребление чеченцев. Такого боестолкновений, близких контактных боев практически не было. Русские убивали тех, кто перешел на их сторону, и убивали и нас, и говорили, что это делали мы. Но они и в первую войну делали, и во вторую. Так вот, украинцы, патриоты, мы проиграли их спецмероприятием. Как бы это ни прискорбно было, мы выиграли у этой банд-армии, которую вы сейчас долбите, как только можете. И вы ее победите, не сомневаюсь. Но я очень сомневаюсь, сможете ли вы выстоять против лести, денег, обмана, провокаций, подначивания одного на другого, натравливания, внедрения вашей националистические. У нас в религиозные группы вводился радикальный ислам. В ваши националистические группы будет вводиться радикальный национализм. Я в этом не сомневаюсь. Будут пытаться это делать. Но благодаря тому, что мы долгое время, не мы, будут точны в своих выражениях, группа вот этих 3-5 тысяч чеченцев, ну и потом еще, может, с десяток тысяч чеченцев, которые во вторую русско-чеченскую сражались. Дали время вам вырастить новое поколение, создать свои четкие спецслужбы, патриотов своих, и в спецслужбах тоже. В спецслужбах должны служить патриоты, потому что это хребет государства, это глубинное государство. Так вот, если вы не будете сейчас зачищать вот этих Киселевых, Гордонов, которые у вас сейчас самые главные на самом деле, мы их видим, вот со стороны мы видим их только. Да, они говорят правильные вещи до определенного времени. До определенного. Цимбалюки там ваши разные. Это вообще, это что это такое? Он сидел в России все это время. Ни разу никакого демарша. В прямом эфире он, сколько его приглашали, он находился. Приехал сюда, дальше стал патриотом. Пару раз на русских сказал: русские фашисты, мы вас убьем всех. Все. Все, забыли, простили, все, это наш человек. Нет, это ложь, это обман. Не конкретно про Цимбалюка я говорю,
а вообще в целом. Они умеют очень красиво говорить. Так красиво, что вы сами поверите, что вы даже и не патриот по сравнению с ними. Поэтому нужно, пока вы являетесь, те, кто воюет, настоящие патриоты, вы являетесь хозяинами положения, к вам прислушивается ваш президент, вот эти арахами, которых вы посылаете на переговоры. Зачем эти переговоры? Для чего вы их посылаете? Хорошо, там в последний раз, когда послали, был представитель крымско-татарского народа. Ему я доверяю. Этот не предаст. Пока вы сейчас являетесь хозяевами положения, вы должны, не стесняясь, власть прибрать в свои руки. Никуда не отходя от демократической, европейской направленности, американской направленности. От Европы толку мало. Америка единственный, кто в этом мире имеет настоящих думающих людей, управляющих страной, это Соединенные Штаты. И имеет власть в этой стране. Во всем мире эта страна имеет власть. В этом направлении вы должны взять власть в свои руки. Потихонечку, эволюционненько, подвигая, так, пошел отсюда, давай ты. Я вам клянусь, если вы это не сделаете, вы потеряете Украину. Вам сейчас подпишут Хасавюртовские соглашения. Вы устали, вы выдохлись, столько времени в боях находиться. Тяжело все. Хотя в последнее время уже боев я как таковых не вижу. Да, уничтожено. Вот вчера всего лишь 200 голов уничтожено всего. Потом подпишут договор, как с нами, Хасавюрт. Потом вам скажут, да, мы все сделаем. И потом выйдет так, что вы сперва сейчас герои, защитники, да, не буду вас громко называть героями, защитники, люди, патриоты своей страны. Вас сейчас посчитают, перепишут, и каждому из вас будут искать ключ. Кого-то убьют, кого-то дискредитируют, кого-то купят, кого-то запугают. Они это очень хорошо могут. И нужен костяк украинцев, какой-нибудь костяк. Он есть, я знаю. Если бы его не было, вы бы так не выстояли бы. Ваш Джохар Дудаев нужен. Ваш Джохар Дудаев. Владимир Зеленский не годится на эту роль. При всем уважении, я всегда говорю, поддерживать его, поддерживать. Вот ваш президент говорит правильные вещи и так далее. Нужен украинский патриот, настоящий, который умрет за Украину. Вот такие вот дела, нешуточные у нас творятся, друзья. Вот такие вот дела. Так, друзья, вы писали много комментариев, я тут заговорился. Давайте почитаю ваши комментарии. В Израиле солдаты застрелили слабовидящую палестинку, говорит, ногчий дальнобой. Так, есть видео Орландо сбитого, это такой смех, они засунули туда бутылку и фотоаппарат. Да, я видел. Я видел это видео. Америка нам поможет еще чуть остаться. Мы не чечены, мы ночью. Так. Шалом, есть тут евреи и чечены? Чеченов здесь нет, здесь есть чеченцы или ногчи. Эти числа музыка для... Эти числа музыка. Салам алейкум свободным людям. Салам асан. Салам Салам. Аслан, националист — это человек, который любит свой народ, а нацист, который не любит другие народы. Да, это я знаю. Пане Аслан, вы правы на 100%. Московит другом не может быть. Гордон и подобные ему враги Украины. Да, Юрий, абсолютно. Вы должны что-то с этим делать. Я всегда пытаюсь не лезть в внутреннюю кухню Украины. Я пытаюсь не лезть в внутреннюю кухню Украины, да, но я не могу и молчать.
Я не могу молчать, когда я вижу такие вещи. Так, комментарии куда делись? Да, у Аслана есть стримы все народы. Бред умалишенного. Виктор Фарштейн. Так. Добрый вечер. Скажите, как изменить ситуацию победы Ле Пен? Ну, сейчас положение, конечно, у Путина не очень хорошее. Не очень хорошее у Путина. И если придет Ле Пен, она будет его приглашать. Ведь сейчас Макрон чуть ли не каждый день названивал Путину, это он, чтобы он так сильно Ле Пену не помог. За эту власть эти политики готовы с дьяволом разговаривать. Просто с самим дьяволом. Вот такие вот дела. А как поможет, не знаю. Ну, будет через нее опять проводить свои действия. Всем известно, что во Франции были базы ГРУ во Франции, в горах. Что там очень много чеченоговорящих агентуры, которые почему-то не вычищают до сих пор. А следовало бы всех их вычистить со всей Европы. И здесь останется только Ичкерик, Энтей, других остальных не будет. Так. Ассаламу алейкум, Ослан. Я из МШГБ. Махомед Пешхоев. Ва алейкум салам. МШГБ, где ты был все это время? МШГБ. Пешхоев, где ты был? Скажите, пожалуйста, украинцы дальше пойдут вглубь России. Скажите, пожалуйста, украинцы дальше пойдут вглубь России. Я не думаю, что они пойдут, но следовало бы. Да нет, здесь царское колено Беньямин Иуда. Да нет, здесь царский колено. Нам нужна площадка, а ее нам кто-то должен помочь предоставить. Сейчас самое время, на Украину нет надежды. Вот прибалтийцы. Нет, есть на Украину надежды, Шульдамак. Я думаю, украинцы нас услышат. Украинцы, настоящие патриоты, они до этой войны они были задвинуты. Когда начинается война, вот эта война, это другое измерение вообще, это другая жизнь. Там появляются другие люди, там честно все. Есть враг, есть ты. Да, сзади опять это грязь, это все остается. Но когда ты выдвигаешься вперед, там ты уже все. Есть враг, и в любой момент ты погибнешь, в любой момент тебя не станет, и все становится по-другому. Поэтому нужно в этом плане работать, короче говоря. Работать. Нужно искать этих людей, украинцев. Есть эти украинцы, я с ними, с некоторыми общаюсь и так далее. Но, не знаю, сейчас нужно пообщаться. Я не могу сказать. Но страны Балтии, это, конечно, это вообще отдельная тема. Это все наши, они очень нас поддерживают. Аслан, скажи про Бабченко. Я сказал уже про Бабченко. Бабченко уехал в Израиль, был таким русским патриотом, убивал чеченцев, был гранатометчиком, добровольно пошел, служил наемником был, самым настоящим, русским наемником. Потом уехал в Украину, потом какой-то бред с этим покушением, там какие-то спецслужбы там спецслужбы СБУ Украины, спецслужбы, они там какой-то полили каким-то краской. Бред, короче, какой-то был, он уехал, все, сейчас живет в Израиле, опять нигде не особо не скрывается, там ведет свои стримы, там общение и так далее. Ну, все, что сказать. Вот и все. Пока украинцы не начнут относиться к нам, настоящие патриоты украинцы, к нам относиться так, как мы относимся к ним, с пониманием, с признанием нашей государственности, с нашим правом на нашу свободу, мы с украинцами общий язык не найдем. Вот, если они будут также уважительно относиться, как когда-то они относились, когда был Шамиль Басаев, относились к Шамилю Басаеву, к Дудаеву,
вот как к ним они относиться к нам начнут. Но благодаря тому, что вот Америка, Запад э, закрыл глаза на многие вещи, весь мир начал, ну, в первую очередь Америка, она, если она не обращает внимания на какую-то проблему, то все не обращают. Не все, но большая часть. Поэтому вот такие вот дела. Посмотрим. Крепостные орки никогда не пойдут против Байдена. Останется ядерный ракет Яхаэон. Муаммад, Чечня. А меня вот Муаммад спрашивает, умею ли я делать ядерную ракету. Да, я вот взял чертежи ядерной ракеты, передал Кадырову Рамзану, он мне заплатил. Чем он мне заплатил? Ну, чем-то он мне заплатил. Короче, сделал я, отдал чертежи Кадырову, он сделал сейчас ядерную ракету, и сейчас, ну, держись, Украина, сейчас мы ядерной ракетой Кавказ Реалии вам сказал, сейчас мы вам покажем. Ну, такой бред просто несут. Просто несут бред. Это знаете как в кукольном театре, когда, когда возник какой-то конфликт, да, бывает это марионетка в кукольном театре, куколка, когда что-то говорит, я сейчас нанесу, вот давайте я сейчас сделаю, кепку какую-нибудь. Вот кукла, это, допустим, кукла какая-нибудь. Нету у меня куклы, к сожалению. Я вам сейчас нанесу ядерный удар. Это я говорю. И Кавказ Реали не мне обращается, а к ней говорит, зачем, Рамзан Кадыров, ты наносишь ядерный удар? Вот вы клоуны, Кавказ Реали, вы клоуны. Вы враги чеченского народа. Кавказ Реали. Я понимаю, что вам нужно договориться с американцами и уничтожить Кадырова. Я это прекрасно понимаю. Но не надо за счет чеченского народа его уничтожать. Елки-палки, пожалейте чуть-чуть нас. Твари, блядь. Один вот чуть-чуть. А там то, что есть чеченцы. Почему вы это видите и молчите? Почему вы демарш не сделали? Не увольняетесь оттуда. Скажите, ну сколько можно издеваться? Ведь это речь не о Кадырове, а о чеченском народе. Кадыров нанесет ядерный удар. Путин нанесет, надо сказать. И это сказал Кадыров. И так не отвертеться этому Кадырову. Нет, нужно замазать. А знаете почему нужно замазать? Замазать, потому что нужно весь чеченский народ уничтожить. А мы не дадим вам его уничтожить больше. Хватит. Вот по горло вы нам уже сидите. Вы уже утопили нас в крови. Хватит. Извините за эмоции. Я просто не кушал. Так. Мерседес подарил. Это мне ты имеешь в виду, Кадыров? Мерседес мне не дарил. Мерседес. Крепостной никогда не восстанут. Раб, не желающий освободиться от рабства, заслужит еще большего рада. Критик была Китай. Дикхир дар асан. Аслан Тибалит, лучше не говори лишнего, а то вырежут из контекста. Да вырезали уже ночи дальнобой. Уже столько навырезали. Вы не представляете, сколько про меня уже уверенно. Мне вот одна украинка там пишет. О, про тебя тут такое говорят. Я даже уже не обращаю внимания. Они уже уверенно там уже придумывают, рассказывают. То, что есть, преувеличивают. Я когда начинал вот свою блогерскую эту деятельность в эфире, я сказал, что когда мы о чем начали говорить, я сказал, что я самый худший из вас, с кем я смотрел, ну, с кем общался. И сейчас я понимаю, я просто не знал, что можно, насколько можно быть худшим. Поэтому я не самый худший. Нескромно это будет звучать. Я не самый-самый худший, поверьте. Я увидел здесь такую грязь, и среди чеченцев тоже, что нет, я не самый худший. Я просто был не осведомлен о многих вещах просто. Надолго. Но гудильду.
Там وين خشخر وين دادي شتوقر دا وردو خوير وين خوش ايو ديلو قوش دقر وير ديش دو ديره دو ريزولتات ديلي ايو ده الموضوع ديك نكشدو. Так, так, Богдан. Если Россия все равно не успокоится и будет обстрелять Украину даже после освобождения территории Украины. Казах, они не отстанут от Украины. Украинцам нужно понимать. Я думаю, военные Украины, патриоты Украины это понимают. А вот эти подрусские украинцы, как подрусские чечены, хохлы, то есть, они пытаются свалить на чеченов, на кадыровцев, и потом договориться. Ведь изнасилование, извиняюсь, детей в Буче и в других населенных пунктах совершали русские. Это уже факт, это не скрыть. Детей, десятилетних, еще меньше детей снимали на камеру. Там такие ужасы творили. Мать перед дочерью, дочь перед матерью. Ужас, что они творили. Дорвались просто до власти. Все, вот власть, хозяева. И вот амалили, не те. И вот и с этим жить украинцы не смогут. Если это станет достоянием, оно потихонечку становится достоянием, с этим жить они не смогут совместно. А есть хохлы, которые пытаются, а среди этих хохлов есть русские, вроде Киселевых там и других третьих засланных, которые давным-давно уже заранее прислали, ошиваются. Вроде там обиден. Обиделись, да, может, на Путина, но не на КГБ и ФСБ. Вот враг. И тоже СБУ тоже должно понять. Все, кто связан с этим ФСБ, они должны все быть выкинуты из СБУ. Проведена люстрация. Посажены должны быть люди. Никто не посажен, не проведена люстрация. Пока люди на фронте воюют, СБУ находится здесь. Да, Медведчука задержали. Конечно же, СБУ есть и порядочные люди, я в этом нисколько не сомневаюсь. Было бы вообще печально, если бы там вообще все оказались русскими агентами. Но даже 1, 2, 3, 5 агентов достаточно, чтобы навредить Украине. Тот же, кто курирует этого Гордона. Гордон правильные вещи начал говорить. Очень интересно разговаривать, приглашает собеседников. Причем как он раскрутился с министрами, с президентами от этих пирамидок начал, которые все лечат, и закончил там интервью с президентом и так далее, и так далее. Да, это есть. Но в итоге можно потерять все. Вот в чем беда. И украинцы будут все время находиться в состоянии войны. Это война до тех пор, пока не перестанет существовать свободная Украина или сегодняшняя имперская Россия. Все, это война на непримиримых. Об этом говорил Джохар Дудаев. Нам говорят, что вот даже вот сейчас Пиантковский, они говорят, эта война готовилась там, не Пиантковский говорит, а та журналист, которая с ним разговаривала, говорит, эта война готовилась в 2014 году, там вдохновителем ее был Сурков и так далее. Тем самым чеченцы, везде там красная линия чеченцы. Хотя и Сурков, и Кадыров, они больше русские, чем русские. Проходят вот красным линиям, что чеченцы. Но давайте тогда вспомним, что говорил Джохар Дудаев в 95-96 году. Что после Чечни будет обязательно Крым. И Украина, Россия схлестнется на непримиримых. Он что, пророк был? Нет. Он просто был хорошо осведомлен о планах, военных планах фашистской России. И это в 95 году планировалось, понимаете? Никто не собирался отпускать все эти страны. И только создав Беларусь, Украина, Россия, только таким образом КГБ хочет стать неодворянством. И среди СБУ есть люди, которые готовы на это.
Ведь Украину же тоже будут представлять, и она же тоже будет жить, ее всех украинцев не вырежут. Вырежут только там 20%. Сколько 20% от 40 миллионов? Ну, 8 миллионов вырежут, 10 миллионов, 5 миллионов вырежут. А что, в первый раз, что ли, они вырезают? 2-3 миллиона голодом убили. Это только то, что мы узнаем. Вероятно, и больше их было. И те украинцы, которые думают, что их не коснется, вы ошибаетесь. Чеченцы тоже ждали. Знаете, когда у нас шли бои, когда уже у нас было уже не так, сопротивление уже иссякало, выдыхалось, один наш партизан, маджахед, сказал: Нохчи, чеченцы, пока есть мы, вас не трогают. Когда мы закончимся, они возьмутся за нас. Берегите нас. Я также обращаюсь к украинцам. Пока есть эти защитники, вы можете считать себя великими украинцами, сочинять песни «Я горжусь, что я украинка, украинец» и так далее. Но как только ваши защитники закончатся, вы позавидуете мертвым. Вам будет так плохо. Даже нам так плохо не было, как вам будет плохо. Потому что на вас обида еще больше, чем на нас. Фактически Путин, он уже трясется. И не один, опять же, Путин. Путин не один, это целая система. И Белоруссия, вот это глубинное государство. Мы говорим там Лукашенко. Их КГБ и ФСБ. Это два брата сиамских. И СБУ то же самое. Там тоже есть агентура, которую не вычищали. Пока я не увижу посадок, а кого-то же нужно выявить и посадить. Я не поверю, что СБУ почищено. А если оно не почищено, то у этого неодворянства есть план восстановить славянское государство. Потом можно и Польшу грохнуть, и остальную Европу. Об этом Джахар говорил. Планы такие, по-другому они не могут. Но для сперва нужно сделать новое дворянство во главе с царем Путиным. Он уже коронован, признан таким, нам это просто сейчас не озвучили. Остальные будут там герцоги, кто у них там, дворяне, там, бояре, там, кто они там, князья, ну, князь Шариков, допустим, да, вот, приблизительно, Полиграф Полиграфович, князь Полиграф Полиграфович, там какой-нибудь появится, Шариков. Вот их планы, сумасшедшие планы, ненормальные планы, можно мне не верить. Но это все рассказывает Федоров. Как это будет, как они будут поднимать народ. Вот буквально последнее его я смотрел, он говорит, что нужно как можно больше убить, больше русских. Зеленский говорит, вот уже скоро 20 тысяч мы вас уничтожим, 30, 40, 50, сколько вас надо убить, чтобы остановились. Зеленский, ты не понимаешь вообще, им надо, чтобы ты больше их убил. Надо вас больше убить и их больше, чтобы погибло. Тогда это станет великой русской войной, великой русской победой. Потом на основании вот этой крови, этих убийств, они будут говорить, вот хохлы убивают нас. Давайте мочите этих бандеров. Хохлы они не говорят, потому что хохлы это подрусские. Они сейчас говорят, бандера, нацисты. Так нас то же самое. Просто мы были исламисты, каратисты и так далее. И потом они будут убивать, вот эти бандеры, фашисты в Мариуполе нас убивали, под Киевом там нас убивали, будут свои вот эти памятнички ставить везде, на вашей земле, своим этим солдатам. Вот что будет. Вот куда они идут, если вы хотите. Федоров не говорит, что они строят неодворянство. Об этом они делают, не говоря. Потому что когда они скажут своему этому быдлу, что мы строим неодворянство, нужно освободиться от Америки, от международной зависимости, мы построим Украину, Беларусь, это закроемся, будем заниматься контрафактом на законных основаниях, теперь у них можно контрафакт, контрабанда, все вот это воровать, импортное, все у них теперь это можно. Они будут теперь жить вот на этом. Их это устраивает. И они так не сдохнут.
Да, санкции, ничего, просто санкции, отделение от русского бизнеса, от русских денег. Это спасение для Запада, не уничтожение России. Это для самого себя спасти, чтобы не было вот этого русских денег, русского вот этого влияния на них. И вот они будут так доживать там. И вы, украинцы, будете страдать. Год вы повоюете, 2 вы повоюете, 10 лет вы повоюете. И вы тоже будете уставать, и среди вас начнутся там проблемы. Запад начнет вам нос от вас воротить, как от нас. Нас тоже Запад очень поддерживал. А в Сирию, когда ездили, как поддерживали. А потом раз и отвернулись, сказали, ой, это мы разве, а теперь нет. Так устроен мир, лицемерный и подлый. И мы только сами можем, украинцы, сейчас ради спасения себя, чтобы вы смогли остановить этого варвара, вам помогают. Не ради вас, не ради вашей доблести, не ради вашей хорошести, вашей смелости, ваших мужчин, красоты ваших женщин. Нет, ради себя. И как только эта угроза спадет, или будет другая какая-то выгодное предложение, ну, извините, единственный кто, это американцы. Есть на них надежда. Они могут продерживаться. И англичане. На них есть надежда. И то Англия это империя. К ней я с осторожностью отношусь. Есть американцы, которые, как и вы, и мы, свободные казаки украинские, имеют корень, один корень, одно зерно. Желание свободы, стремление к свободе. Это нас объединяет. На этом мы можем объединиться. Вот такие вот вещи происходят в мире. Так, друзья, давайте почитаю ваши комментарии. Так, Аслан, это на шутку. Аслан Борз, я за Украину, за бомбу, шутка Барасов. Ясно. Российский бесплан показал всю суть российской инженерии. В России нужен железный занавес. Да, в России нужен железный занавес. Ах, Эльча, Садул, Шдук. Россию надо закрыть. Дель мосты, они враги всего человечества. Маждать 90% чеченцев за Украину. За народ, не за их высокой политики. Гордон все делал с помощью Кобзона. Он познакомил его с этими публичными людьми. Да, Эд, я обязательно, когда я смогу через компьютер, интернет, компьютер делать, сейчас я с телефона, я ссылками буду показывать и покажу немножко Гордона. Через Кадырова говорит Путин, бедный от себя говорить боится. Да, Аслан, всех коснулось. Да, абсолютно верно. Только человеческий, жаль мне украинцев. Аслан читал статью Хасана Бакаева про древнее идолопоклонничество на Древнем Ближнем Востоке, финикийцев, карфагенян. Был обряд жертвоприношения, где одновременно вырезалось 40 детей и их кровью обливали. Ужас. Мелверг, Бех, Веш, Хазмахиты, Фрея, Палбу. Так, я Тулазина Аману, Саллахи Вассалиму Таслима. Аслан, добрый вечер, новая камера. Нет, с телефона. У меня камера на самом деле отличная. Ее мне надо настроить. Просто мне нужен человек, который придет, потыкает там. Я просто все там потыкал и чуть не сломал. И потом я долго мучился. Поэтому у меня очень хорошая камера. Ну, я понял ваш намек, что камеру мне нужно исправить. Проповедник Мавиан Хузмамад, а проповедь я шуматсон, уй. Так, у него могло много лет. Мама Чечня, Дорию, Волга. Мама Чечня, Дорерию, Волга. Так. Так. Да, чеченцы тогда мир не слышал. Я тогда подумал, если чеченцы и так жестоко относились, то к казахам вообще за людей не считали бы. Да, ужас, конечно, казах. Ужас. Ужас.
Так, я бы вообще тему Кора не поднимал бы. Гордон лично меня везде блокирует. Ты его уже достал, наверное. Аслан, тут груз 200 хоронят секретно. Да, секретно хоронят. Очень много уже убитых кадыровцев. Мне очень жаль, я призываю еще раз, я обращаюсь к чеченцам, которые туда едут. Не едьте, я вас прошу, не едьте. Это не наша война, это глупо туда ехать. Не отправляйте туда. Хаусиш, как нас пачкают. Они сейчас хотят представить, что мы воюем против Украины. Представьте, 1%, 5% от всех войск, которые туда направляются. Об этом говорил еще Дудаев в 95-м, когда кадыровцев, даже некоторые не родились еще, что в Украине русские будут воевать. Но теперь представляют, что мы воюем. Просто я удивляюсь. Просто удивляюсь. Просто удивляюсь я. Дал дикнак доель, дал дикнак доель. Витиш Мухаммад. Так. Да наступит Чечня, да. Витиш Мухаммад. Аслан, стоит ли всем украинцам перейти на украинский язык? Ичкерия была и будет. Так. Аслан, ну, конечно же, язык это самое главное. Язык это фундамент вашего государства. Это все. Язык это все. Конечно же, нужно говорить и на русском языке. Сейчас, я имею в виду, в информационном плане, пока идет война, вы должны это доносить до русских, чтобы объяснять русским вашу позицию, чтобы понимали, чтобы среди русских были люди, которые, как бы это ни было, не казалось, были русские, понимали, что там есть адекватные русские, есть. Мало, забитые, зашуганные, они есть. И нужно доносить до них информацию. И это не речь о ваших, о русских. Я вообще русских не считаю как нацию. Есть политические русские, и если русский живет в Украине, он это украинец. Если этот русский живет в Ичкерии, он ичкериец. И он таковым должен быть. Правда, здесь в Германии русские почему-то себя ведут, как будто они не могут жить без Путина. Уехали бы к себе, к чертовой матери, к этому Путину. Зачем здесь жить? Поэтому, конечно, язык, мова, украинская мова, прекраснейший язык, его обязательно нужно на нем говорить, желательно, обязательно нужно говорить. Единственное, знаете, когда я с кем-то говорю, я из уважения просто не возражаю, когда со мной говорят на украинском, пишут мне на украинском. Но если ты говоришь на русском, и ты знаешь, что я не русский, что и тем более моя позиция по отношению к фашистской России, то можно со мной поговорить на русском. Но со мной пытаются говорить на украинском, тем самым подчеркивая, какие они ярые патриоты. Нет, это знаете, как у нас подчеркнутые мусульмане. Есть на самом деле искренние мусульмане, а есть, которые везде подчеркивают, везде ходят, а я мусульманин, эй, я мусульманин, там мимо говорят, тормози, я мусульманин. Вот так ходят. Вот точно так же. Это контрпродуктивно, наверное, я так думаю. Правда, в 18 век стремятся умалишенные психопаты. Так, если будет независимое государство, камера такая, что видно копыта у лошади игрока пола на твоей рубахе. Жень, ты как обычно, как скажешь. Чечня была, есть и будет независимым государством. Чечня не Россия. Ведь от Айвы Цашвард бол хирбу. Цанна войт он бадах цадишун. Аскмат ла цабагар. Цанна метти войт он бадах диш дахшун. Цанна метти. Года диш раски ишита бишадега дис нудин дис хаус дис. Вой дельч, вой ночи ночи омни хума долур дахшун. Мы должны остаться в живых. Чего хоть ниц халу хилловай уже. Мову Украины, не избована ури. Правда, к 18 веку стремятся умалишенные психопаты. Так, God bless America is lieber Deutsche, ihr lieber Deutschland.
Viva la France, viva la Republic, with love from Ичкерия. Аслан, только про наш народ и геноцид вековой. Да, хорошо, что есть США и другие цивилизованные страны. Неужели кафыровцы забыли, простили Россию, которая убивала ночи? Это вот именно кафыровцы, это нормальный человек так не может поступить. Цадюль хазрамзан мавич шейца. Цадюль бохо, Мамад. Цадюль рамзан мавич шейца. Иет ах барт хирбуэй ночи хом. Альхамдулиллах. Бохо. Мамад. Оит проповедь щит куза. Умшазеш моворо. А значит, по-русски ой. Эй. Дель дол шваня дол. Рамзан валил шувель шу дель долил. Маледер надукшу. Маемарт надукшу. Маночи о мострой надукшу. Шеш деца бош. Шейниошо шикапек баня. Ночи хам цархусердош надукшу. Дел келюэльшон. Дел мукла бихамам гербаршун. О, дуниян чуахирбу. Баш дуниян чуахирбу. Дел мукла. Мухаммад вэйву. Ву. Бихш бешуй, значит. Тайнцер секунды алита. Соварел мама двоего око и бо. Соварел сацапит. Ладно. Чтобы вы в подвал закинули, бог фридома. Да. Сам вообще вариант. Я чем отзадиза в подвал чай. Вообще сырость лелу швет санна типа. Саджим сырость даже. Анухты лилу швет. Аслан чеченский муфта начал путевки раздавать, кто идет жертвовать собой ради Аллаха. Но этому муфти надо самому туда пойти. Чеченцам надо ориентироваться на Запад, так как русско-арабско-турецкие сказки чеченцам не помогут. Бать и оккупация будешь. Ас Мухаммад хо ишта с сарказмом я извинят, а хюгума бош. Да, сон? Ну и сын и бош, будет цег бош, да он, если что. Аслан в общем, мега ури. Что мдох, короче говоря. Готовы. Марадаст хипоид. Засахт, шисахт, анисан почти. Марадолш. Шайдеге модер дадвицер душу. Аслан Мухаммад один из Корея. Уй, ну вот, ах, по адресу я все. Если это Корея. Просто интересно мне поговорить с Кореей. Я как-то в чат рулетки в самом начале говорил с этим кадыровцем. И вот хотел бы пообщаться с этими. Кстати, можно завтра, наверное, сегодня или завтра провести стрим, зум-стрим. Приходите, давайте пообщаемся, кто там хочет со мной выяснить отношения, задать вопросы. Может, я в чем-то не прав, вы мне объясните. Я так-то человек, если мне объясняют, приводят доводы, я соглашаюсь. И много раз у себя, неохотно, конечно, не люблю это дело, но если есть факты, я покоряюсь фактам, соглашаюсь с фактами, ничего не могу с этим поделать. Поэтому, если будут, давайте, я приведу свои доводы, вы приведете свои, заходите. Я после этого стрима я пойду в этот, как его, в ТикТок, туда можете зайти, тоже привести факты. Да, они говорят, это пишет, они умеют только материться. Имбаду только, да, ден хаждаи, и все. Это, ну, потому что нет никаких аргументов. Факт, чем яйца, боутк. Ассаламу алейкум, Масага, всем доброго вечера. Вилка, сын культа Машо, доброго времени суток. Вилак, Утин, Ахтуэли. Амин. Утин, Ахтуэли. Мегер тут дуатали. Тукудицас, тан, накопила цацаин, уэльна шерса, дал мула. Дальше, волбир мукой в этом направлении. Казах, казах.
у Шевченко, Руслан Курбанов, Ходорковский и так далее, они играют роль доброго полицейского. У них одна цель, нас опять все 15 раз загнать в стойло. Абсолютно верно, казах. Абсолютно. Это проверенный Курбанов, Шевченко, Ходор, Ясный Перец и все остальные. Это проверенные кадры. Нету там непроверенных кадров. Вы не можете говорить о политике, особенно долгое время, если вам не санкционировано государством в России. Вы не можете об этом говорить. Вы потеряетесь просто. Это не Германия, это не Америка. А эти люди занимают хорошие посты, получают деньги и так далее. И они работают на КГБ, на ФСБ. Нету никакой России. Есть КГБ, ФСБ. Вот основной костяк, вот ядро этого государства. И миллионная армия им стукачей. Вот она есть. И мы должны этому препятствовать и разоблачать. И все будет Ичкерия, да, Аллах. Ассаламу алейкум, büyüsle galöl, или sürdiköl, марнаша даста хуйшон. Аду машволь, алейкум ассалам, шавига машволь. На этом я свой стрим заканчиваю, друзья. Всего самого хорошего. Слава Украине, слава Ичкерии. Адикюэль Маш Ойль. Может быть, в ТикТоке увидимся. Пока.